Добрый вечер. Это программа «7 дней плюс». Меня зовут Татьяна Тимошенко. Как рождается спектакль, как предугадать судьбу этого ребенка, обретет ли он любовь зрителя на долгие десятилетия, останется творческим экспериментом. Что такое национальное в мировом значении, не потеряется ли оно? Вот эти вопросы сегодня будем обсуждать с нашими гостями. Я хотела бы представить Резеда Закиевна Ахиярова и Ринат Максунович Харисов. Уже легендарный творческий тандем. Здравствуйте. Здравствуйте. И, если позволите мне так сказать, настоящие гефесты звезд нынешних и будущих. Это Татьяна Зиновьевна Шахнина, директор Казанского хореографического училища, и Вадим Робертович Дулат-Алиев, ректор Казанской консерватории. Итак, начнем с информационного повода. Мировая премьера балета «Иоакинф» прошла вот буквально месяц назад. Небольшой фрагмент сейчас посмотрим. Резеда Закиевна, ну уж коли ваше имя на афише, как композитора, как автора, такой вопрос. Билеты на спектакль были раскуплены, насколько я знаю, за 2 месяца до премьеры. Это значит ожидание публики, это значит требование, наверное, вот своей темы, потому что ваше имя на афише. Вот мои ощущения, они верны или нет? Ну, наверное, тут все вместе. Конечно, многие знали, что мы с Ринатом Максуновичем работаем над балетом. Очень ждали нашу очередную работу, потому что это уже 4-й наш труд в стенах оперного театра. Конечно же, у нас есть и поклонники, они, наверное, особо с нетерпением ждали это. И весь театр готовился. Мы репетировали уже начиная с апреля месяца, с конца апреля, в мае, в июне, в июле месяце. И дальше весь сентябрь, конечно, у всех артистов, у всех есть знакомые. И молва тоже распространяется среди любителей оперных и балетных спектаклей. Я думаю, что это было ожидаемо, в общем-то, так. Ну вот это ожидание этой работы, оно на вас накладывает какую-то еще большую ответственность, потому что вы же на суд представите, ну, как экзамен очередной. Ну, это правильно вы сказали. Я всегда... Особый трепет какой-то, наверное. Я всегда отношусь ко всему то, что я пишу, ко всем своим произведениям, крупным особенно, да и любым. Потому что за этим стоит моя подпись. Я чувствую колоссальную ответственность и просто просеиваю через сито много раз, прежде чем что-то выставить на суд публики. Потому что я знаю, как быть под прицелом. Есть всякие люди, которые и очень по-доброму относятся, есть большие критики. Вот, поэтому тут нужно очень ответственно подходить. Ну, о критике еще немножечко дальше поговорим. Ринат Максунович, вот с предыдущего национального проекта, такого большого, да, прошло оперы «Сюмбике» 5 лет, 5. С балета «Золотая Орда» 10 лет. И значит ли это, что вот именно сейчас, да, вот этот промежуток 5,5, настало и время для создания нового национального проекта? Ну, для создания нового произведения для любого театра не обозначается какими-то числами и какими-то годами. Это само собой как-то рождается, это зависит от жизнедеятельности самого театра. Сегодня театру нужен балет, завтра опера нужна, послезавтра возобновить какую-то классику, мировую классику и так далее, и так далее. Поэтому авторы всегда зависимы от потребностей театра и жизнедеятельности, кровообращения театра. Поэтому мы и сейчас вот
с Резидой и с другими композиторами. Вроде бы закончили одну работу, но мы продолжаем работать. Мы сейчас тайны раскрывать не будем, конечно, но мы постоянно работаем. Вот настанет время для театра, когда театр скажет, вот нужно то-то, то-то, то-то сделать, мы готовимся к этому, мы работаем. А как вы относитесь к тому, что историю отца Иоакинфа многие называли вообще авантюрной, такую постановку? Насколько здесь был авантюризм? Риск? Это действительно, это неожиданный проект был. Два татарских автора начинают писать о герое, который по национальности чуваш. Наполовину Да русский. притом он еще Монах православный. монах. Да кроме всего этого он еще китаист. Да кроме всего этого он основоположник российско-китайских взаимоотношений. Да. И никто не думал, что это произведение именно сегодня станет таким актуальным произведением. Да плюс еще прибавилось 300 лет со дня основания Казанской духовной академии. Да, Тогда еще семинарии было, сейчас академии. Так? Все это вот совпало, и поэтому... А почему это имя Николая Вачурина вы взяли? Чем зацепила эта история? Забыли ведь его? В основе любого произведения лежит какая-то судьба человека. Если судьба интересная, значит привлекает. Если сверхинтересная, заставляет задуматься. Если сверхинтересная судьба человека, то ты уже берешь ручку, перо и начинаешь писать. Я считаю, что судьба Никиты Яковлевича Бичурина – это сверхинтересная судьба. Поэтому мне показалось, что эта тема заинтересует не только наш театр, не только наших зрителей. Это будет интересно вообще для искусства. Вообще говорят, в балете еще ни одного религиозного деятеля не показывали. Так что мы, может быть, являемся первопроходцами, да притом первопроходцами изображений или в изображении человека, который является не мусульманином. Мы, мусульмане, воспеваем судьбу православного человека. Я вот об этом и хотела спросить. Было ли какое-то сопротивление выбору вот этого персонажа извне? Потому проще ведь было взять какую-то мифическую личность, былинную, да? Да, или татарскую или личность, татарскую личность, знаменитую. историю какую-то. Да, я еще могу добавить. Понимаете, в основе скрепа государственности всегда лежит дружба народов. А в основе дружбы народов лежит не материальное что-то такое, а именно духовное. А самое тонкое духовное – это религия. Если ты хочешь дружить с кем-то, ты обязательно должен дружить с его духовной частью, с его душой. Когда ты, скажем, воспеваешь человека другой религии или другую религию, или атрибут другой религии, я еще написал поэму, которая называется «Казанская икона Божьей Матери», значит, я имею право потребовать от любого человека, чтобы и к моей религии относились так же, как я отношусь к вашей религии. У татар есть поговорка «Кунак оши, кора корши». Это в переводе примерно так: «Я к тебе со своим угощением, и будь добр ты ко мне со своим угощением». Понимаете? Поэтому и с этой точки зрения Иоакинф для нашей татарской, татарстанской многонациональной культуры это знаковые события, я считаю.
Татьяна Зиновьевна, вот и хотела ваше мнение спросить по балету. Вот балет, на мой взгляд, зрителя, может быть, неискушенного, это все-таки такая линейная очень история, где есть завязка, кульминация, развязка. А здесь же вот несколько этапов, несколько кульминаций, можно сказать, несколько прожитых жизней. Вот насколько Тут три нестандартно или стандартно это для балета, как для жанра? Вы знаете, можно постепенно буду отвечать на ваш вопрос, потому что вот мы как раз сейчас говорили, и мне хочется внедриться вот в этот разговор, потому что было 2,5 года тому назад, весна, позвонил мне мой друг, мой коллега, мой совершенно необыкновенный человек, который столько сделал для училища, поставив 5 спектаклей, Александр Михайлович Полубенцев, и он говорит, что я должен с вами увидеться и вам кое-что показать. Это был май месяц. Мы встретились прямо вот напротив театра, есть кафе. Мы сели, он в этот же день уезжал, и он сказал мне, что я получил предложение у Фаля Сабировича вот поработать. И он мне дал почитать. Это еще не было либретто, это был первоисточник. Это первый вариант. Абсолютно. Я села, я говорю, вы камикадзе. Александр Михайлович, вы что? Ну, просто, как говорится, техническое задание такой сложности, что я не представляю. Ну, во-первых, действительно, создать балет на тему исторической личности, безусловно, безумно интересная судьба, с такими различными перипетиями, все, но тем не менее, мы немного знаем таких балетов, вот таких, где в основе лежит история жизни, творчества. Но это вот Эйфмана, Роден, Да, это биография. Чайковский, биография. Биография. Ну вот, пожалуй, и все. А все остальные это «Лебединый Щелкунчик», ну Да, и так да, далее и да, тому да, подобное. сказки, красота. Абсолютно верно. А тут с таким развитием, с такой драматургией, с такой завязкой. То есть это сложнейшее сочинение, и как это будет в балете. Ну, так как я очень люблю Александра Михайловича и безумно люблю Резидушу, потому что мы с ней вместе с 14 лет, 14 лет Да, нам было. в В училище. 1971 году мы поступили вместе в музыкальное училище. Мы учились в музыкальном училище вот с 1971 года на одном факультете, в одной группе. Вот. А потом в консерватории наш путь продолжился. Поэтому я такой поклонник вообще вот всего, что делает, как живет, да, Резида. Вообще, мне очень интересно с ней говорить. Мы во многих моментах такие единомышленники. Поэтому, конечно, мне все было очень интересно и безумно волнительно. И вот это волнение меня не оставляло, а даже, может быть, еще больше усугубляло, когда я афишу увидела. И вот название. Я думала, «Странник», а тут Иоаким. И вот этот вот дракон, да. И я подумала, ой, это как-то, вот это старинное имя, как-то, я не знаю, привлечет ли она зрителей, будет ли вообще. И когда такой ажиотаж с билетами действительно за 2 месяца, ну и потом, когда я уже села на просмотре, а театр пригласил всех моих коллег и детей на просмотр, спасибо большое, потому что билетов так никто и не достал на самом деле. И когда все это началось, буквально с первых минут я была в таком напряжении, потому что балет держит, и 3 часа, 3 акта, знаете, никаких пауз не было, вот когда сидишь, смотришь, не хочешь передохнуть и не можешь передохнуть, потому что еще и еще. Как бы 3 экспозиции было, да, в балете. Мы вот музыкальную форму сейчас о ней говорим. Я вот признаюсь, Да. у меня, как у зрителя, в определенный момент у меня бежали мурашки. Это до такой силы было очень сильное на меня воздействие эмоциональное, что у меня бежали мурашки. У моих знакомых, которые Да. тоже были на премьере, в других местах. То есть Понятно. в сердце, наверное, каждого зрителя, Конечно. каждая сцена, она попала. Мурашки у меня бежали неоднократно. Вот эти потрясающие дуэты. Это трио, это и музыкально, и хореографическая пластика потрясающая. И, конечно, вот эти
букашки или мурашки, не знаю, по мне, это весь второй акт. И я представляла вообще, какая адская, глобальная работа была и тобой, Резеда, конечно, и Александром Михайловичем. Он вообще дотошный такой человек. Очень. Это просто, да. И с ним иногда работать бывает непросто, потому что он прямо вот должен дойти до самой сути. И я знаю, сколько вы перелопатили вообще материала, и сколько он просмотрел этих танцев аутентичных, и борьбы, и вошел в это во все. Но и ты, безусловно. И получилось настолько органично. Вы знаете, вот это балет «Правда». Вот правда во всем, в каждом звуке, в каждой интонации, в каждом жесте. И, конечно, интересно, что мы после балета на следующий день собрались в учительской, все коллеги, ну, естественно, вот. А мои коллеги, мои друзья, а это народная артистка Татарстана Сания Хантимирова, да, Виталий Николаевич Бортяков, Ирина Шарефовна Хакимова, ну, все, да. И начали говорить. И вы знаете, это было столько восторга на самом деле. Это было сказано, во-первых, очень много интересного. Там начинались разбираться дуэты. Конечно, там больше говорилось о хореографии. Тут где-то завернуто, а тут совершенно потрясающий. А тут вот этот потрясающий полубенцевский жест, как он вовремя это показал. А вот эта кульминация, и посмотрите, Мишин Тимаевский взгляд наверх. Ну, то есть там досконально вот это вот был анализ всего. Разбор полный. И вдруг, поскольку был звонок, и нам надо было всем расходиться, Сания Хасан поставила точку. Она сказала: это победа. И вот на этой, собственно говоря, ноте мы и разошлись. Поэтому, конечно, огромное спасибо, прежде всего, конечно, Харису, автору, вообще за идею. И вот за то, что вы сегодня вот сказали, буквально минуты тому назад, это очень важно. Это очень актуально, это очень глубоко, это очень нужно сейчас слушать и слышать всем. Да. Вот. Я бы хотела Вадима Робертовича подключить Да. к разговору. Вопрос как к профессору, к музыковеду, к автору учебника по истории татарской музыки. Вот у Иоакинфа есть шанс попасть на страницы из учебника уже? Спасибо, что вы вспомнили учебник. Он называется «Татарская музыкальная литература». Это первый учебник для наших музыкальных школ, и там была такая история. Учебник – это 2007 год. Я его уже отдал в издательство. Издательство работает. И тут я вижу на сцене оперу «Любовь поэта», только что написанную нашими замечательными присутствующими здесь авторами: Ренат Харис, Резеда Ахиярова. Я сразу же на следующий день после спектакля поехал в издательство и сказал: верните. И я вписал сразу эту оперу в учебник. Дети должны об этом знать. Это было событие очень важное, потому что после, пожалуй, 2, если не 3 десятилетий молчания татарской оперы мы вдруг увидели возрождение этого жанра и выход на сцену. Поэтому даже если бы этой оперой творчество оперное, совместное Рената Хариса и Резеды Ахияровой, извините, что я говорю историческими названиями, да, так как это пишут на портретах. Даже если бы этим ограничилось, уже бы были и в учебнике, и в истории. Но после этого этот авторский тандем создал целый ряд спектаклей, Дополнения будут. которые и оперы, и балеты, балет «Золотая Орда». Сейчас вот появился этот, поэтому без всякого сомнения он будет в учебнике, потому что это произведение этих авторов, во-первых, а во-вторых, потому что это вообще одно из самых интересных произведений современной музыки, нашей татарстанской музыки, в котором решена сразу целая группа сложнейших художественных задач. Вот и тех, о которых говорила Татьяна Зиновьевна, и многих других. На одной сцене в рамках одного спектакля проходит Казань,
ярмарка, площадь, надо показать Казань. Потом перелет, сколько часов на самолете? Так, сейчас-то далеко лететь, а тогда это колоссально далеко. Никто не понимает, что за страна Китай. И мы попадаем в этот Китай. Потом Петербург, блестящий. И это в одном спектакле. И, что самое потрясающее, стилистика музыкальная, хореографическая. Вот этих вот разных локаций. А там еще Валаам, а там еще небеса. И это, конечно, уникальное попадание в образный строй и в музыкальное решение каждый из этих моментов. Резида Закиевна так блестяще стилизовала бальную сцену, какие там ПДД, но это какой там полонез. Это просто на уровне русской музыки Серебряного века, Лядов, Глазунов. Это такие блестящие бальные сцены. А китайский акт это просто... Я вот сейчас просто прошу Резиду Закиевну, разрешите нам сыграть китайскую ситу на фестивале симфонической музыки «Мирас», фестиваль татарской музыки. У меня тоже сыграть, была просьба, да. кстати. А Ренат Максумович это вообще мудрейший человек, и просто каждый раз удивляешься, как вот попадание в тему, которая вроде бы непонятно даже чем оно обусловлено, и вдруг выстраивается совершенно потрясающая многогранная философская концепция. Сейчас нет ничего более актуального, чем то, что вот уже и сначала сделал, а потом сейчас сказал Ренат Максумович. Это отношения между народами. Да. Мы видим, как сейчас именно из-за отсутствия понимания, что происходит. Что происходит в мире. Резида Закиевна, у нас 5 минут буквально остается до окончания нашей программы, первой части. К музыке хочу. Вот у вас совершенно удивительный, индивидуальный, уникальный свой музыкальный язык. Вы настолько точно попадаете в сердце людей, которые живут на этой земле, очень деликатно, не в лоб, не прямыми цитатами, но это настолько узнаваемо и тонко, душевно, как будто птица поет где-то в лесу. Вот, у меня такое ощущение. Насколько национальную музыку, основанную на пентатонике, возможно донести вот в своей чистоте, вот в классическом исполнении и выплеснуть, собственно, вот за эти вот локальные наши границы. Вот насколько это трудно, может быть, сложно? Ваш вопрос довольно большой. Я постараюсь быть краткой, потому что каждый композитор, наверное, он сквозь призму своего восприятия этого мира подходит к написанию своих сочинений. Вот, когда я работаю над каким-либо произведением, я проникаюсь полностью той стилистикой, той эпохой, в которой происходит действие оперы или балета, в данном случае балет. Я прониклась судьбой Иокинфа, я стала Иокинфом. Я прожила его очень сложную, очень драматическую жизнь. Это я вот как бы стала сама вот этим человеком. И, наверное, пропущенное вот мной через себя, очевидно, это вот воздействует каким-то образом и доходит до других людей. Хотя я каких-то специальных вот приемов там не изобретаю, это все идет от моего понимания данного мироустройства этого человека. Вот. И, соответственно, стилистика, стилистика она моя, она и есть, она узнаваема. Наверное, тут есть интонации всех моих других сочинений. Это, наверное, нетрудно понять, что это, это Резида Ахиярова, ясно. Вот. Но тут много было такого, что я прежде как-то этих сторон жизни не касалась. К примеру, монашество. Но эта тема меня всегда очень интересовала. Я, когда бывала в разных странах или в разных городах, я всегда посещала культовые учреждения этих народов. Меня всегда это интересовало, потому что в этом суть каждого народа. И вот в монашество тоже мне пришлось углубиться и досконально изучать
все обычаи, богослужения, посвящение монашества. И потом уже возникала естественным образом музыка, которая прожита была мной, с моими Вы устали переживаниями. от этой работы, когда закончили, когда вы просеяли все через сито до каждой ноты? Что узнала? Устали? Устала? Устали? Было какое-то Нет. вот... Немножко другое, наверное. Да, Нет, да, может у быть, я меня, неправильно сформулировала. знаете, я вообще даже еще и до сих пор в этих эмоциях нахожусь, потому что трудно уйти, потому что я жила довольно долго. Сначала в либретто, потом мы очень долго работали с Александром Михайловичем. Это была потрясающая работа с ним, потому что мы сидели до поздней ночи, очень много работали и дописывали, и сокращали, и работали над каждым номером очень досконально. Вот. И эта работа, она как бы мысленно у меня еще, она как-то не закончилась. Мы продолжим наш разговор завтра. Оставайтесь с нами. Всего доброго.